Сегодня именно тот день, когда из-за пышных бантов и не менее пышных букетов сложно разглядеть счастливые лица первоклассников. И только на торжественной линейке любопытные мальчишки и девчонки показывают себя во всей красе. В этом году в гимназии 1 сентября особенное. В образовательном учреждении первый звонок будет дан уже в 50-й раз. И по традиции своих новобранцев поздравительной речью встретила директор учебного заведения. Выполнение задачи правительства нашего – это о переходе школы в односменную занятие. И в этом году сделаны первые шаги. Мы перевели 3 класса. Конечно, меняются условия, но мы стараемся их выдерживать, не нарушая санпинов. Меняется, может быть, и режим работы, но при этом не должно поменяться нашего с вами отношения. Я верю в наше сотрудничество, в единомыслие и надеюсь, что все задачи, которые мы поставим вместе с родителями, детьми на новый учебный год, мы успешно выполним. С начала нового учебного года вас! На новый учебный год в гимназии сформировано 3 первых класса. Всего 84 ребенка. Их, как главных виновников торжества, пришли поприветствовать почетные гости. Валентина Березина. Ее бригада начала строить тогда еще 2-ю школу в 1962 году. Лилия Дашкина. Первая первоклассница гимназии, а ныне ее преподаватель. Кроме того, на линейку пришли ветераны педагогического труда, выпускники прошлых лет, родители и представители администрации города. Ежегодно многодетным семьям правительством республики в День знаний оказывается поддержка. 13 гимназистов на торжественной линейке получили новенькие ранцы. Далее праздник продолжился наставническими пожеланиями от пятиклашек и будущих выпускников. Ну а кульминацией торжественной линейки стал символичный первый школьный звонок. Старт новому учебному году дан. Гимназия распахнула свои двери для более чем 800 учеников. Ну а самые интересные уроки начнутся, как всегда, у первоклашек. Вот, например, мальчишки и девчонки из 1 А быстро освоились в кабинете, надарили цветов классному руководителю и поскорее заняли свои места за партами. Чему учат в школе? С таким вопросом мы обратились к юным гимназистам. Учатся читать, писать, рисовать, буквы учить. Читать, писать, слушать, учиться. Я сегодня пришла в школу, чтобы учиться и набираться много знаний. Учиться. Так, еще что надо делать? Писать, заниматься. Я сегодня в школу пришла, чтобы учиться. А чему ты будешь учиться? Знанием. А баловаться в школе можно? Нет. Точно? Точно. Писать, рисовать, учиться. У учителя начальных классов Натальи Смирновой 1 А стал 8-м по счету. За свой 25-летний опыт работы Наталья Юрьевна выработала свой план выстраивания взаимоотношений с детьми и родителями. Педагог знает, как правильно организовать образовательный процесс. 1 класс – это всегда волнительно. Каждый класс, он никогда не бывает похожим на себя. Это особые дети, особые какие-то родители, особые взгляды. Каждому из них нужно найти обязательно тот мостик, который помогает потом в общении с детьми. 1 класс – это переживания, это волнение, это какие-то дополнительные эмоции. Хочется сделать так, чтобы каждому ребенку было комфортно, уютно, и чтобы они сюда шли как в родной дом, а меня воспринимали как родную маму. Что ж, уже завтра у героев нашего сюжета, первоклашек, начнется новая пора. Перед ними очередная большая ступень во взрослую жизнь, которая покоряется только благодаря труду и упорству. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ.